Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствуем. Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики информирует о работе основных паромных переправ в предстоящий период межсезонья и настоятельно просит всех заинтересованных лиц планировать поездки и принять меры по своевременному завозу грузов до завершения навигации. Об организации перевозок в период межсезонья мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Семен Коркин, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха. Семен Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как прошла навигация этого года, какая работа была проведена для успешного прохождения? В целом, навигация 2025 года, она тоже была своеобразной, можно сказать. Действительно, сложностью у нас являлось то, что отсутствие финансирования. Это на начальном этапе для разворота, например, была большая задолженность основного нашего заказчика, это ГУП ЖКХ. Но, тем не менее, весь флот Ленского объединенного речного пароходства, других компаний, это на Колымее, Колымская судоходная компания, Яна Трансфлот, они и Путейская бригада, которые администрация Ленского бассейна своевременно все суда ввели, и тем самым на сегодняшний день работа завершена. Сложности были на северных реках. В целом, если смотреть по Ленскому бассейну, многоводная была навигация. Были сложности это на Яне, на Андигирке, где у нас уже зимний, осенний межень наступил уже в сентябре, то есть 8 сентября это на реке Яна уже габариты были ниже гарантированно, и на Андигирке с 12 сентября тоже были тем самым были определенные сложности. Очень была сложная ситуация на Андигирке, где вот именно на Цепном Яре, так называемый, это примерно от Белой горы 200 километров был лимитирующий перекат. Здесь очень много было перевалок именно по доставке сырой нефти, каменного угля, именно Чукурдах, Белая гора. Здесь были определенные сложности. На сегодня уже весь флот практически к местам устоя идет. Например, вот мы в этом году благодаря поддержке Минтранса России продлевали и в погодных условиях продлевали навигацию до 15 октября, и тем самым уже практически все на остой пути находятся. Например, на Колыме Зырянка 50 километров осталось, 7 судов загрузили социально значимые продукты и пути находятся. И на Лене тоже ряд судов, которые на морском участке работали, они после морской проводки уже в пути находятся. Места стоят и техучасток, и речной порт Якутск, и Жатай, Полповский участок для зимнего стоя 25-26. Уже готовимся к следующей навигации. Здесь уже по плановым местам по Хандыге, Пеледу, Витим уже с учетом наличия грузопотоков будем отстаивать суда и уже планировать навигацию 26 года. Расскажите о состоянии речного флота республики. Если про флот рассказывать, действительно, у нас основной состав флота был построен в 60-х, 70-х годов. Это в основном, когда тот же, благодаря государству, на сегодняшний день средний возраст составляет 42 года судов. Готовим Жатайскую судоверфь. Практически в этом году мы должны достроить судоверфь, которая является таким якорным проектом практической зоны и единственным практически. Это завод «Звезда» есть в Владивостоке, и у нас Жатайская судоверфь, которая будет строить. И тем самым мы должны дальше большую работу по обновлению судов проводить, выполнять это. Например, сегодня работает бригада Росморечфлота, например, зам руководителя в Якутске находится. Будем обсуждать в том числе путейские углубительные суда, которые на Ленском бассейне эксплуатируются. Например, их 13-14 единиц судов ежегодно вводится. В том числе грузовые суда, баржи буксирные составы и паромы малые для сельхознужд, дебаркадеры пассажирские. Что касается пассажирских флота, например, конечно, есть определенные сложности по скоростным судам. Например, последняя закупка у нас была 2 Валдаев единиц судов, которые эксплуатируются Сангар, Якутск, например, или Якутск. И по этому направлению тоже будем работать. Например, в следующем году ждем долгожданный наш метеор, который строится очень долго, поскольку судовой двигатель МАН на сегодня в санкциях попал, и тоже будем продолжать в этом направлении работу. Поэтому есть определенные договоренности, это в том числе на форуме Нева, который проходил в конце сентября. Наша группа во главе нашим садовником Дмитрием Дмитриевичем ездила. Есть определенные лизинговые предприятия, которые, в принципе, готовы
по финансовой части помогать, и ряд поставщиков, которые вот именно судокомплекты, там, и так далее, судовые двигатели, оборудование, запасные части тоже готовы поставлять в нашу Житайскую судоверфь. Мы в этом году на этой выставке Житайской судоверфи впервые, можно сказать, выставились, и очень такой тоже определенный ажиотаж получили, поскольку действительно вот арктические районы на сегодня в таком очень востребованы, можно сказать. Угу. Давайте теперь перейдем к паромам. Да? Основная паромная переправа будет работать до конца октября. Да? А сколько судов будет задействовано и изменится ли режим работы переправы? Да, действительно, у нас уже судоходная остановка снимается по участкам. Вот сегодня только сняли судоходную остановку на реке Алдан, Джибарика, Хая, Устья, Амги. Хочется напомнить то, что 30 сентября у нас уже арктическая навигация, и в всех северных реках навигация завершена. Ожидаем средней части вот Лены 16 числа октября, чтобы обстановку снимут. По Вилюю, если смотреть, у нас уже сегодня перевозчика в очень таких тяжелых ледовых условиях работает. По Алданию ориентировочно 15 числа, по Якутску по летнему расписанию где-то ориентируемся, то, что 16-18 будем работать, но как бы уже показывает то, что уже на средней части, на верховьях реки очень ледовые явления появились, несмотря вот погодные условия, ночные там и так далее. Поэтому везде, где есть уже первые ледовые явления, это редкий шугоход там и так далее. Вот поэтому уже будем понемножку переходить. С точки зрения межсезонья паромной переправы у нас до 20-х числах это паром Якутии, например, 3 судов есть с ледовым подкреплением, поэтому постараемся до 20-х чисел, если погода позволит, поработать. Но тем самым мы, например, грузовые перевозки, например, Житай-Тяхтюр будем работать, например, и как ежегодно вот ЛОРП. Сейчас ждем ледокольный флот, который возвращается с морских участков, и ориентировочно вот к концу октября начнем мы работать уже по направлению Житай-Тяхтюр с привлечением ледокольной проводки. Угу. А какие вот меры принимаются министерством для совершенствования работы паромных переправ? Это в первую очередь накопители, которые у нас функционируют уже год. В этом году мы до конца доработали это именно оплату на берегу. В принципе, уже систему наладили. Но есть определенные моменты, это со стороны Нижней Бастяха, чтобы в всем комплексе запустить, например, недостаточно было работы интернета, например, именно в самом поселке Нижний Бастях. Здесь отрабатываем совместно РСИТом, Сахателекомом, основными провайдерами. Со стороны Якутска и Нижнего Бастяха, например, дополнительные кассы установили на каждые 3 направления, 3 кассы, и чуть-чуть полосы расширили, чтобы машины, грубо говоря, оплату на берегу будем производить. В этом году продолжаем работу по обустройству именно ремонтной базы. Это со стороны Якутска. Здесь как бы будем переносить с речного порта именно ремонтную базу, которая есть на Даркалах, и дальше будем ремонтом там, и так далее, двигателев, тех же запасных частей заниматься именно на Даркалахе. Отдельно очень большая работа проведена это по самому накопителю в части, вот, например, повышение услуг качества, это места торговли там, и так далее, все это будем дальше расширять. И дополнительно самое, вот, которое мы ждем, это обсуждаем с мэрией муниципальным образованием в части благоустройства территории. На сегодняшний день с бюджетом, конечно, и были определенные сложности в части, но по следующему году будем на накопитель именно причальные дорожные плитами укладывать, чтобы человек, например, само дорожное покрытие, чтобы отвечало требованиям. Такую задачу для себя ставим. Угу. А вот в межсезонье что будет с тарифами? Будут повышения? Да, действительно, в этом году с тарифами у нас постановление правительства принято, новый порядок, так называемый. Мы сейчас смотрим по длине машины, по площади, например, по ширине, по длине, и в зависимости от этого устанавливаем тарифы на грузовой, легковой транспорт, например, определенную градацию сделали. С точки зрения повышения тарифов, действительно, мы в период навигации регулируем тарифы. Здесь полномоченным органом является Газкомсен. Но вне сроков навигации здесь тарифы не регулируются, поэтому вот ориентировочно, вот, как говорил ранее, 16 октября уже будет повышение тарифов. Это оценочно где-то, с предыдущими годами где-то на 30-40% дороже. Например, легковой транспорт от 4 тысяч до 12 тысяч будет. Это при паромах Якутии, и по грузовому, например, от
8 тысяч до 21 тысяч, в зависимости от легковой, ну, от марки машины, от длины машины там, и так далее. По грузовым машинам тоже самое, например, до 6 метров от 12 метров, там определенная градация есть. Например, очень, ну, длинномеры, например, паромов в Якутии, например, будет стоить где-то до 45 тысяч. При ледокольной проводке стоимость будет составлять ориентировочно где-то 250-300 тысяч, в зависимости от, ну, от длины машины. Самые, например, это длинные грузовые машины, которые являются, вот, ну, тралы, например, 12, 15, 13 метров, например, которые они будут чуть подороже. Это связано с тем, что в период межсезонья паромные переправы будут работать с ледокольной проводкой, дополнительные буксиры будут привлечены, определенная себестоимость, например, того же Лорпа есть и с учетом индексации. Угу. А как будут организованы перевозки в межсезонье? Есть ли какие-то сложные участки, возможно? Перед межсезонье действительно основные сложные участки — это наш Жатай-Тюхтюр, например, да? Здесь уже принципиальное решение для себя приняли то, что подходные пути, именно подъездные пути автотранспорта, они в региональную собственность приняты, и на сегодняшний день управление автодорог со стороны Жатая пробивку делают, там отсыпку дополнительно сделали. Со стороны Жатая, например, Тюхтюра, Мегино-Кангаласского района, здесь тоже принята республиканская собственность, например, от въезда федеральной дороги через поселок села Тюхтюр 2 улицы затрагивает, и через сенокосные угодья сейчас провели работу по трассировку. Есть определенные проблемные участки, это дополнительная отсыпка требует, водопропускные трубы будет ставить. В принципе, по дороге, в принципе, все в установленном порядке должно быть сделано. Что касается межсезонья, действительно у нас пассажирских перевозок по реке Вилюй, там по каждой реке, например, по одной, по 2 судов на воздушной подушке. На реке Алдан, например, 3-4 воздушные подушки. На реке Лена, например, Сотис и Кангаласы 3-4 тоже воздушных подушек будут работать. Якутск, Нижний Бастях сами востребованным тоже вот, ну, сейчас пункт ожидания накопитель, так называемый намыв сделали, и дальше будем как бы совершенствовать. Теплое, этот есть как бы пункт ожидания, где человек может, ну, с комнатой матерью, с туалетом там, и так далее, чтобы человек ну, сразу от автобуса, грубо говоря, сел в пункт ожидания и дальше вот поехал на судах на воздушной подушке. Такую работу сделали совместно с коллегами железной дороги Якутии. Дальше будем совершенствовать в этом направлении работу тоже. Отдельная работа большая налажена будет с надзорными органами, это Госморешнадзор, там администрация Ленинского бассейна, именно таких ГИМСом, чтобы профилактическую работу, чтобы машины, грубо говоря, на водные объекты не выезжали. Такую работу тоже с муниципальным образованием и так далее со всеми спланировали. Ряд совещаний провели на сегодняшний день, и готовность есть. Ну, сегодня, например, в средствах массовой информации очень много было, например, проблем, например, по Верхневилюйску. Но хочется сказать то, что паромная переправа действительно шугоход работы. Здесь один паром индивидуального предпринимателя Семенова, он, ну, можно сказать, застрял, но тем не менее, благодаря оперативным решениям мы ожидали там час-полтора, там, ну, ситуация, например, сегодня решена, поэтому по каждому индивидуально будем подходить, решать определенные проблемы. Угу. А планируется ли создание конкурентной среды в сфере перевозок на судах на воздушные подушки в межсезонье? Действительно, вот навигацию 2025 года у нас по пассажирским перевозкам конкурентной среды — это Якутск, Нижний Бастях. Здесь оказалось это вхождение нового перевозчика. Были определенные, ну, в летний период, то, что этот тариф снизился там, до 500 рублей. И такую работу тоже планируется. На сегодняшний день уже на учете одно судно есть поставлено. Дальше будем налаживать и покупать дополнительные суда, чтобы в том числе новый перевозчик зашел на межсезонные перевозки. Угу. Ну что ж, Семен Николаевич, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.